Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. В федеральную программу развития 16 опорных населенных пунктов арктической зоны России включена агломерация Тикси-Найба. Покоряя небо, в Амгинском лицее имени Леонида Киринского открыли специализированный класс беспилотных авиационных систем. В знак качества в Якутске состоялось награждение победителей конкурса «100 лучших товаров Якутии». В федеральную программу развития 16 опорных населенных пунктов арктической зоны России включена агломерация Тикси-Найба. По поручению президента страны Владимира Путина для улучшения условий проживания граждан и повышения доступности социальных услуг разрабатываются мастер-план и комплексный план долгосрочного социально-экономического развития на период до 2035 года агломерации Тикси-Найба. Айсан Николаев принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению Северный морской путь и Арктика. На совещании рассмотрели предложения по развитию Северного морского пути, по реализации мероприятий мастер-планов опорных арктических населенных пунктов. С сентября этого года в республике стартовала кампания по уплате имущественных налогов физических лиц. Всего по республике создано и отправлено порядка 340 тысяч налоговых уведомлений владельцам транспортных средств, земельного участка и любого другого имущества. Из них около 227 тысяч уведомлений были направлены в личные кабинеты налогоплательщиков, а более 25 тысяч получили его через портал госуслуг. Сотрудники налоговой отметили, что с этого года налоговое уведомление не направляется тем, у кого общая сумма исчисления составляет менее 300 рублей. Также в этом году граждане впервые получили расчет НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам в российских банках. У нас расширен перечень лиц, которые подпадают под льготу налоговым кодексом Российской Федерации, где внесены дополнительно это граждане, которые участвуют в специальной военной операции, мобилизованные лица, члены их семей. Этой информацией можно ознакомиться у нас на сайте налог.gov.ru. Вопрос о 13-й пенсии волнует многих пенсионеров России и, в частности, Якутии. Ранее с предложением внести законопроект о ежегодной выплате пенсионерам выступил вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов. Он отметил, что актуальность данного законопроекта, так как он поможет наименее защищенным слоям населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен. Как отмечает отделение Социального фонда России по Якутии, на данный момент официального указа для выплат 13-й пенсии нет. Кроме того, самого термина «13-я пенсия» в пенсионном законодательстве не существует. Соответственно, информация, распространяемая в мессенджерах, в социальных сетях, о данной выплате не соответствует действительности. Просим граждан доверять только достоверным источникам информации. За актуальной информацией и новостями в сфере пенсионного законодательства следите на сайте отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. В Намском Улусе прошла ярмарка вакансий для участников СВО и их семей. В ее рамках проведены тренинги и консультации. Участникам СВО рассказали об услугах Центра занятости, провели консультации по вопросам трудоустройства. Работодатели, Пенсионный фонд, Управление социальной защиты, Намская районная больница, Намкоммунтеплоэнерго, Якутлесресурс, Намский педагогический колледж. В этом году 6 участников СВО стояли на учете Центра занятости и 2 члена их семей. Все 6 устроились на работу. И 2 женщины, члены участников СВО, тоже одна из них прошла обучение на младший медицинский персонал через Центр занятости. И тоже обе трудоустроились. Одна открыла свое дело, и одна трудоустроилась тоже. Для участников СВО, членов их семей, для этой категории граждан, они у нас в приоритете. Именно по поиску работы, трудоустройству для них в первую очередь. И профессиональное обучение могут пройти через Центр занятости тоже бесплатно. Тем временем в Амгинском лицее имени Леонида Киринского открыли специализированный класс беспилотных авиационных систем в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Работа над открытием класса стартовала еще в прошлом учебном году. По требованию проекта со стороны муниципального района были выделены средства на ремонт здания, также на переподготовку педагогов в городе Хабаровск. На данный момент завершены все ремонтные работы, приобретено и подходит к концу установка современного оборудования на общую сумму 12 миллионов рублей.
Ребята с 4 по 10 классы познакомятся с разновидностями беспилотных авиационных систем, их назначением в современном мире, научатся собирать и разбирать дроны, паять квадрокоптеры, разрабатывать новые конструкции для дронов, освоят пилотирование беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Оборудование, получается, у нас есть квадрокоптеры двух типов, маленькие и большие. Вот есть мини, он больше для программирования, а вот большие уже, чтобы научиться летать. Вот так. Еще есть компьютеры новые, их штук 16. В них мы, получается, учимся летать вот на симуляторах. Ну, тут у нас коптеры, как увидели, и компьютеры обновленные. В них установили специальные приложения для учения управления квадрокоптером. В городе Вилюйске провели жеребьевку по выдаче земельных участков многодетным семьям, инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, во исполнение Земельного кодекса республики и порядка предоставления земельных участков инвалидам в городе Вилюйске. Выданы земельные участки по 4 кварталам. Это улицы Бородина, Мира, Сосновая, Восточная, Гагарина, Шахова, Михайлова, переулок Кулаковского, Озерная, Руктахская, Свидерского, Хохочая. Участки сформированы в конце уже образованных улиц. Таким образом, участки розданы в пределах границ города, что дает возможность быстро подключиться к газу и свету. Мы подготовили 130 участков для многодетных, для инвалидов, для того, чтобы по программе многодетности и по программе инвалидности люди получили земельные участки. И, как вы видите, зал полон, горожане долго ждали этого момента, потому что некоторые люди встали еще в очередь в 2017 году, поэтому, как видите, очередь долго стоит, но мы сегодня существенно очередь снизили. И я думаю, для того, чтобы в будущем наше социально-экономическое положение нашего города еще улучшалось, мы сделали еще к этому большой шаг. Сегодня, в день рождения одного из основоположников якутской литературы, поэта-анимпадиста Ивановича Сафронова Алампа, деятелям культуры и искусства республики вручили общественные премии имени Алампа. В этом году победителей определили по 10 номинациям. Эти номинации созданы с целью показать, в каких направлениях анимпадист Сафронов был первым. А он был первым практически во всем. Победителями обладатели премии прошлых лет вручили статуэтки, созданные известным мастером Николаем Чатчасовым. Отмечается, что ежегодная премия вручается представителям творческой сферы, вносящим существенный вклад в сохранение и развитие якутской литературы, культуры и искусства. Вчера мне сказали, что я стала лауреатом по номинации за преданность профессии. Я еще от волнения точно не скажу, да. Я была вообще ошарашена. А сказала, ага, и все. А вечером как-то вот начала как-то потом приходить. Я очень обрадовалась. При поддержке главы Улуса впервые в Горном сегодня прошел улусный поэтический чемпионат среди молодежных команд, приуроченный к 90-летию народного поэта Савы Тарасова. На чемпионате участвовали команды из 8 наслегов, возраст участников от 16 до 35 лет. Конкурс прошел в 5 творческих этапов. Участники представили стихи, которые сочиняли сами. Жюри оценило художественный уровень, артистизм и оригинальность выступлений. Проведение такого конкурса воспитывает чувство любви и гордости к историческому прошлому своей родины. По итогам этих соревнований выйдет сборник стихов творческой молодежи Улуса. Хочу сказать, что это мероприятие очень полезное. И думаю, каждая молодежь должна знать поэтов, писателей. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия больше проводились и чтобы молодежь всегда активно участвовала в этих мероприятиях. Студенческие отряды Якутии подвели итоги летнего трудового сезона. Ректор СВФУ Анатолий Николаев отметил высокие показатели выполнения поставленных задач и поблагодарил их за работу. Стройотряды в составе 559 бойцов приняли участие в строительстве инфраструктурных и промышленных объектов. Для проведения работ по ликвидации последствий весеннего половодья было привлечено 40 бойцов в Намском и 10 бойцов в Алекнинском районах. Также сельхозотряды работали рыбообработчиками на заводах Камчатского края и Сахалинской области в количестве более 250 студентов. Помимо этого, бойцы студотряда приняли участие во время проведения игр «Дети Азии», а также стали вожатыми в детских лагерях. Вот за летний период, получается, мы выходили Намский Улус, впоследствии ликвидации паводка, последствий паводка.
Вот. И мы работали в количестве 10 человек в течение месяца. Восстанавливали полностью весь культурный парк, а также помогали людям и меняли оклады, полы, стены. Все это дело красилось, менялось, и вот так вот мы проработали где-то месяц. В год столетия золотодобычи в Якутии в музейном комплексе «Россия. Моя история» открылась выставка «Золото рядом», организованная Московским политехническим музеем и компанией «Полюс Алдан». На выставке можно узнать историю взаимодействия человека и золота, посмотреть на современные технологии по добыче благородного металла, а также узнать, где, кроме ювелирной промышленности, используется золото. По словам организаторов, выставка продлится минимум 6 месяцев и, возможно, будет продлена. Советского Союза они работают. Конечно, мы знаем, что где-то там копают золото. Но на самом деле за этим стоят конкретные люди, и очень важно, что этот процесс, на самом деле, он очень интересный, очень технологичный. Можно понять, что как каждый себя может найти, например, в этой профессии. С удивлением узнает, что золото есть у каждого из нас, кто даже держит сейчас в руках, будь то микрофон, планшет, телефон, потому что многие микросхемы сегодня содержат этот драгоценный металл, и вот эти интересные истории можно проследить здесь на выставке. В Якутске состоялось награждение победителей конкурса «100 лучших товаров Якутии». В рамках награждения участники конкурса развернули выставку своих лучших продукций. Разнообразные кондитерские изделия, заготовки, чаи, морсы и пакетированная уха из якутского карася, которую Хатасская агрошкола отправляет участникам СВО. В этом году в конкурсе приняло участие 46 организаций и предпринимателей с 66 наименованиями товаров. Логотип «100 лучших товаров России» стал символом доверия и качества, который потребители ассоциируют с надежностью и высоким уровнем. Отметим, из года в год участие в конкурсе принимают товаропроизводители, в том числе из Вилюйского, Алданского, Тампонского и Ленского районов. Продукция наших учащихся, уха из якутского карася, удостоилась высокой награды и вошла в 100 лучших товаров республики и России. Это проекты наших учащихся. Мы являемся агропрофилированной школой, и более 20 тысяч мы доставили нашим бойцам, участникам специальной военной операции. Мы благодарим всех. К этому часу это все новости. Мы продолжим следить за развитием событий. До встречи в эфире.